И сегодня глава Коми в эфире телеканала «Россия-24» подробно рассказал о том, как именно будут экипировать наших бойцов. Напомним, задачу обеспечить призванных по мобилизации всей амуницией от термобелья до бронежилета взял на себя регион. К делу подключили швейные фабрики Коми. Это стопроцентное качество и гарантии. Особенно сейчас, когда все регионы начали скупать то, что есть на рынке. Плюс у нас есть уникальная фабрика, которая производит валенки, и они освоили берцы, войлочные берцы, теплые очень, на резиновой подошве. Вот мы им тоже заказали такие теплые берцы, поэтому у нас наши ребята будут еще и обмундированы вот такими теплыми берцами. Поэтому работу ведем. Еще раз повторяю, за месяц постараемся полностью сформировать весь набор обмундирования. В течение месяца, пока бойцы проходят военную подготовку, им будет предоставлено обмундирование, пошитое, что важно, по личным размерам бойцов. К слову, у нашей республики уже есть опыт по экипировке своих бойцов. Роту добровольцев, которая была отправлена ранее, также полностью обеспечили всем необходимым. Добровольцев в Коми, как отметил глава, много. Я вчера созванивался с мамой парня, который уходит. Вот сегодня он ушел в третьей команде. Значит, ей кто-то сказал, что нужен и бронежилет покупать, и каску нужно покупать и так далее. Ну, то есть вбросы какие-то. И вот я по таким вопросам я просто лично созваниваюсь, успокаиваю и мам, и жен, и даю ответы еще дополнительные к тому, что им уже дали ответы. Ну и, конечно, это воспринимается очень хорошо, потому что не надо вовлекать семью в то, чтобы еще экипировать дополнительно. Это не их забота.